Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Я на участке детей жду, когда подъедет трактор. Надо спахать землю, посадить картошку. Земля высохла. Дети предложили на участке посадить картошку мне. И поэтому, чтобы земля не пустовала, я решила посадить сюда. Сейчас я жду тракториста. В этом году, конечно, картошка не совсем уродилась. Да еще тут еще проволочник. Но все равно нам на зиму картошка хватило. Вот какая земля здесь хорошая, мягкая. Позапрошлом году открыли селену, а в прошлом году обработали фрезой. Но земля, конечно, как пух. Вот какая земля. Посмотрим, что будет в этом году. Конечно, здесь есть проволочник. Я хочу картошку обработать, чтобы проволочника не было. Посмотрим, с чем я обработаю. Какой-то командор есть. Я, конечно, боюсь обработать картошку, но посмотрим. У себя, конечно, я посадила уже где-то 1,5 ведра. Мы с Кирюшей посадили. Там мы ничем не обработали, проволочника нет. Соседи здесь уже посадили. Какая красота, земля прямо прелесть. Вот такой мини-трактор пашет землю. Пашет очень даже хорошо. Глубоко. Земля становится как пух. Мне очень нравится, когда пашут таким трактором. Вот как красиво и ровно-ровно прямо спахали. А земля какая мягкая, пушистая. Вот бы мою розу сюда пустить. Ой, она бы тут работала. Ой, земля какая хорошая. Красота. Земля влажная. Надо, наверное, уже сегодня или завтра посадить. Сегодня не сможем, наверное, уже. Уже время 3 часа. Посмотрим, подумаем. Семена уже у меня готовы. Трактористу большое спасибо. Честно и добросовестно все спахал. Я очень даже довольна. Добрый вечер, мои хорошие. Я продолжаю сегодня снимать ролик. Вчера спахали землю. Сватья быстренько приехали и посадили мои картошку. Слава Всевышнему, все хорошо. Картошку посадили. Здесь готовится у меня для курей, для коз. Еда, зерно с картошкой. В огороде у меня все нормально. Вот сюда мы посадили картошку. Тоже
Посадили на участке детей, потому что неохота, чтобы там пустовало все. Все-таки картошка есть картошка. Мы же и скотину кормим с картошкой, мелкой картошкой, конечно. И сами едим, много употребляем. Здесь у меня клубника, который один раз только дает. Сюда мы посадили лук. Сюда посадили мы морковь. А здесь у меня клубники. Между ними я посадила чеснок. Может, будет пугать вредителей. Привезли мне сватья капусту. Слава называется. 15 кустов я посадила. А вот здесь, что останется, вот у меня земля пустая. Здесь тоже спахал сосед мой. Спасибо ему большое. Сюда я хочу уже посадить перец, помидоры. Сегодня мы убирали навоз. Вот сюда мы собирали в кучу. Потом во дворе убирались, подметались. Вот здесь у нас земля есть, но навозу здесь очень-очень много. Сюда мы немножко с Кириллом посадили картошку. Там у меня растет петрушка, а сюда я еще ничего не посадила. У нас по ночам сильные морозы, до -5 даже. Поэтому пока ничего не тороплюсь сажать. Свеклу надо еще посадить. Пока не тороплюсь. Здесь посадила я цветочков и отметила здесь. Посадила недавно, конечно. Здесь петунии. С внуком мы посадили редиску. Здесь помидоры. На ночь, конечно, закрываю. Даже укрывным материалом двойным. Боюсь, что у меня все замерзнет. Здесь перец, помидоры. Все пока здесь. А эти маленькие помидоры у меня Роза прислала семена. Я понемножку, конечно, посадила. Что будет, то будет. Но еще до посадки в грунт помидоров еще почти месяц есть. Поэтому, я думаю, все вырастет. Вот так у меня пока в теплице так. Но пока ничего не замерзло. Теплица у меня не греется. Не отапливается. Ну, так-то все нормально. Хотя на улице -5, ничего у меня не замерзло. Сегодня, наверное, тоже будет холодно. Помните, мне прислали из Челябинска, из сады Урала, на обзор саженцы? Это у меня абрикос. Уже цветы отцветают. Не знаю, из-за мороза. Было очень красиво, конечно. Наверное, в основном, я думаю, пока пустоцвет. Мои петухи вас приветствуют, даже соседские. Здесь тоже абрикос из сада Урала. Тоже есть немножко цветочки, но листочков тоже пока не видать, но появятся, наверное, они чуть попозже. Ну вот, где-то вот так.
Это тоже яблоня из сада Урала. Тоже растет. Там тоже у меня чеснок. Я в прошлом году покупала смородины. Они тоже хорошо пошли. Там растет у меня зеленый лук. Очень удобно ранней весной до зимы можно использовать. Ну вот, где-то вот так. А здесь у нас гость. Бони. Юля с Салаватом уехали в Дагестан отдыхать. Уехали 1-го, приезжают завтра. Здесь тоже я все перекопала. Потихоньку растут лилии, хризантемы. Хризантема мультифлора тоже растет. Я оставила в погребе. И все у меня принялось. Тюльпаны зацвели. Конечно, их мало у меня. Привезли мне из деревни очень хороший навоз. Мы уже сыпем где надо. Это простая хризантема, а это хризантема мультифлора. Тоже хризантема мультифлора. Тоже хризантема мультифлора. Здесь у меня розы. Розы тоже ожили. Все нормально. Здесь тоже хризантема мультифлора. Я хочу оставить в ведре, не знаю, как получится. Подскажите мне, мои хорошие, можно так или нет? Конечно, в погребе зимовала в ведре. Розочки. А эта роза что-то немножко отстает. Везде убрались по-своему. Побелили деревья. Бордюры побелили. Да, привет. Да, мои хорошие, вот моя красота с вами здоровается. Ух ты, моя красота. Привет, скажи. Привет, скажи. Ногти надо постричь. Салават приедет, пострижем ногти. Ну что, пощипала травку? Животик у нас растет потихоньку. Но только через пару месяцев появятся дети. А ты моя. Язык показываешь. Зачем ты язык показываешь? А? Некрасиво же. Ну, некрасиво. Балуешься. Здесь, конечно, я пока ничего не делала. Все времени не хватает. Пока огородом занимаемся, уборкой.
В этом году нам асфальт делать не будут. Вот залатали немножко и все. А я ждала, что нам асфальт сделают новый. Ну ладно. Когда-нибудь да сделают. Ну вот, мои хорошие, все у нас хорошо. Не болеем. Работаем, дети отдыхают. И мне помогают. Внучки у меня остались. У Юльки на работе свекровь работает. Завтра, мои хорошие, великий праздник. День Победы. Поздравляю вас с наступающим праздником. Желаю вам здоровья, удачи, семейного благополучия и мирного неба над головой. Выходим мы завтра с детьми на праздник. Я постараюсь снимать, как в прошлом году. В этом году праздновать будем около Дом культуры. Потом поедем после праздника на кладбище в деревню. Навестим родителей на кладбище. Все-таки у меня отец воевал. На войну пошел очень молодым. Я была там на субботнике, недавно только на кладбище в деревне, 30 апреля. Все чистили. Ролик, конечно, я там снимала, но не стала выпускать. Наверное, я думаю, как-то не очень приятно будет смотреть моим подписчикам, зрителям кладбищу. Ну, на этом я свой маленький ролик заканчиваю. Всем желаю здоровья, успехов, семейного счастья. Всем пока-пока. До следующих встреч.